Почти 1100 лет минуло с тех пор, как Алания приняла христианство. Свидетельства об этом сохранились по сей день. Православные святыни на осетинской земле не редкость. В старину их возводили в горах. Спустя столетия продолжают возводить и в черте города. Еще до революции в Северной Осетии существовало два воинских храма. В советское время они были разрушены. Спустя век на осетинской земле строится храм Иоанна Воина. Здесь будут окормляться военнослужащие всех подразделений, невзирая на национальность и вероисповедание. 3 колокола для будущего храма Иоанна Воина в прошлом году накануне Великой Пасхи привезли из Донбасса. Это первые колокола в Северной Осетии, надписи на которых сделаны на осетинском языке. Отлили их мастер Сергей Самойлов и скульптор Виктор Жук. Первый камень в основании храма Иоанна Воина заложили в городе воинской славы Владикавказе почти 5 лет назад. Место выбрано не случайно. Рядом на мемориале славы покоится 17 тысяч жертв гражданской войны, более 3000 участников Великой Отечественной, в числе которых знаменитые полководцы, герои Советского Союза, а также видные деятели, прославившие Осетию. Строительство началось по благословению схиархимандрита Илия. Он лично побывал в Осетии. Его отец погиб, сражаясь за Владикавказ. Часть людей пребывала в гостях у него, молитвенную помощь просила. Вот, в частности, скажем, Леонид Яковлевич Киссельбреннер был у него, и старец, когда ему и другим людям спросил: не могли бы вы узнать, найти, где похоронен мой отец? Тогда люди обратились, стали искать и в архивные данные, и нашли, что воин Афанасий Ноздрин погиб, скончался от ран, похоронен в Владикавказе. Изначально задуманный как часовня, храм теперь будет достигать 45 метров в высоту. Немалая часть работ уже выполнена. Возведены основные стены, подведены коммуникации, электричество и вода. Уже начали менять окна, а к 9 мая будут установлены двери. Но чтобы храм ожил, а оживает он тогда, когда в нем звучит молитва, нужно провести отопление. Естественно, воин уповает на милость Божию. Для этого храм созидается. Храм, как, во-первых, восстановление действительности, исторической справедливости, потому что до те храмы, которые были поруганы, разрушены, а штаб 58-й армия у нас верующая все-таки. Сейчас мы оставляемся к вере, поэтому люди смогут получить здесь окормление духовное. И, прежде всего, храм – это место встречи живых и усопших. То есть воины живые, воины усопшие, они будут встречаться. Мы будем их чувствовать, мы будем за них молиться, они будут молиться за нас. Уже написана часть икон для храма. Меценаты из России, Греции и Франции передали мощи святых и мучеников. Благодаря стараниям многих людей, пожертвованиям Московского фонда мироздания, а также частных предпринимателей ведется строительство собора. Тем не менее, этих средств недостаточно. Любой желающий может оказать посильную помощь в возведении воинского храма. Залина Губурова, Атсамас Кочиев, Осетия ТВ.